стране сегодня отмечают 82-летие начала одного из главных исторических сражений Великой Отечественной войны – битвы за Кавказ. Важность этого события отметил глава региона. Цитата. Почти 450 дней обороняла Красная Армия это стратегическое направление. Немцы с самого начала не скрывали своих планов. Они намеревались захватить нефтеносные районы на Кавказе. Особенно это касалось грозненских и бакинских нефтепромыслов. Без доступа к кавказским нефтяным месторождениям военная техника не могла двигаться вглубь страны, и Германия была обречена на провал. Главный удар планировалось нанести на южном участке Советско-Германского фронта. Наступление началось 25 июля 1942 года. Если в начале наступления преимущество было у гитлеровцев, то уже через 5 месяцев ожесточенных боев советские войска начали масштабное наступление, и 9 октября 1943 года территория была освобождена от немцев. В ходе битвы за Кавказ советские воины всех национальностей проявили массовый героизм и высокое боевое мастерство. Но особенно прославились в битве за Кавказ женщины-летчица 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка под командованием Евдокии Давыдовны Баршанской. Этих летчиц нацисты с ужасом называли «ночными ведьмами». За боевые заслуги 23 военные летчицы были удостоены высокого звания Героев Советского Союза, а само подразделение было преобразовано в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский краснознаменный и ордена Суворова полк. Подвиг этих людей не имеет цены. Они будут прославлены в веках. Все последующие потомки обязаны быть им благодарными и высоко чтить их память.